Раз. Дорогие друзья, я снова хотел бы сказать пару слов касательно ситуации, что происходит в Казахстане. Это уже не первый раз, когда вот такая ситуация накаляется и в конечном итоге доходит до вот такой эпогеи. Это не первый раз, когда в Казахстан, Казахскую ССР вводят войска. Это не первый раз, когда проливается кровь. Таких же спокойных студентов, молодых парней, которые вышли просто чтобы избавиться от режима, избавиться от суеты, избавить себя от проблем, которые приносит этот режим, особенно экономических. В 1986 году, 16 декабря, наши сограждане, люди Казахстана вышли на такой же митинг из-за того, что была смена власти при человеке, который был с России, который совсем не являлся гражданином Казахстана, никак не был в Казахстане. Его сменил Колбин, и человек этот Мухаммед Кунаев, человек для нас герой. Этот человек построил достаточно спокойный Казахстан, возрастил целину, построил заводы. Мы его очень сильно любим и ценим. Но и с таким лозунгом все люди в 1986 году также вышли. И бедный казахский народ точно так же был расстрелян и также был подавлен холодным краном зимой в Казахстане. Я думаю, то, что в СНГ люди знают, то, что у нашей зимы очень суровые. И представьте то, что вы студент и находитесь под краном холодной воды, и вас еще стреляют с калашника. Это же ужас. Это повторяется. Мы очень просим наше правительство не допустить такого же решения. Мы не хотим, чтобы такого было еще больше кровопролития. Мы не хотим вражды так же, как и с Россией, так же, как и с белорусским спецназом. Мы не хотим. Мы хотим всего лишь мира. И, наверное, я также хотел бы сказать так, чтобы мы все когда-нибудь будем свободны. Как говорят казахи, елі жылдан ел басқа. Когда-нибудь, через 50 лет, люди изменятся. Уйдет старое поколение. Будут новые прогрессивные взгляды на весь мир. И я надеюсь, то, что наше новое поколение, мы в том числе, были как раз этим символом изменения. Люди, которые будут приносить только хорошее и как можно меньше плохого. Чтобы мы избавились от коррупции. Потому что коррупция всех уже так достала, что это уже никак от этого не отвязаться. Давайте, народ, мы будем сплочены ради нашего будущего. Алга, Казахстан! Алга, Казахстан! Алга, Казахстан! Алга, Казахстан! Алга, Казахстан! Спасибо. Казахстан будет без Назарбаев. Казахстан без Назарбаева, Путин без России, не в России. Россия без Путина, Казахстан без Назарбаева и Беларусь без Лукашенко. Весь мир избавится от диктатуры. Живи Казахстан! Живи Беларусь! Живи Казахстан! Живи Беларусь! Живи Казахстан! Живи Беларусь! Казахстан! Алга! Казахстан! Алга! Казахстан! Алга! Казахстан! Алга! Казахстан! Алга! Казахстан!
Может, есть желающие что-то рассказать о ситуации в вашей стране на польском? Они ничего не хотят. Нет, конечно, не белорусские, но нет. Вот на каждом пару слов просто. Вот. Witam. Właśnie chciałem powiedzieć, że teraz w naszym kraju jest bardzo ciężka sytuacja i dlatego jesteśmy tu razem łączeni, żebyśmy byliśmy razem i życzymy tego Kazachstanu wszystkiego dobrego. Właśnie jestem z zachodu Kazachstanu i nie wiem, co się dzieje tam. Nie mogę się skontaktować ze swoją rodziną. Właśnie nie ma nigdzie sieci. Ludzie umierają, ludzie zaginają. Nie wiadomo, co się dzieje. Życzymy tego wszystkiego najlepszego Kazachstanu. Da. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Здравствуйте всем. Мы, белорусы, с содроганием души, со слезами на глазах смотрели за событиями в Казахстане. Нам это все очень близко. Мы очень сильно болеем за вас. Я хочу сказать, что мы должны собираться, говорить об этом, говорить за ваших родных, потому что у них сейчас нет интернета, они не могут нам дать достоверных каких-то информации какой-то достоверной, они не могут сказать, сколько побитых, сколько раненых. Надо победить. Казахстан надо обязательно победить. Ваша страна очень богатая, это очень лакомый кусочек для России. Надо за нее бороться. Обязательно. Алгы Казахстан! Алга Казахстан!